3 года подряд я ездил на Красное море, чтобы найти следы первой экспедиции командора Жака Ива Кусто. Побывал на острове Крит в Средиземном море, где великий исследователь морских глубин искал Атлантиду. Я встретил людей, которые лично знали этого капитана. Я нырял в местах, где Кусто со своей командой открывал человечеству подводный мир планеты Земля. Наступил новый этап Одиссеи по следам команды Кусто. Я и мои друзья, участники экспедиции башкирского спутникового телевидения в Иркутске. Мы проехали более 4000 километров на внедорожниках, чтобы попасть сюда из Уфы. В Иркутском лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук мы постигаем Байкал. Мы узнаем тайны, которые так стремился в конце 90-х годов прошлого столетия разгадать капитан Кусто. Мы находимся в лаборатории ихтиологии Иркутского института лимнологии. Передо мной просвечивающий электронный микроскоп. Он способен увеличивать микрочастицы в 600 тысяч раз. Иркутский лимнологический институт – уникальный научный центр. Возраст Байкала около 25-30 миллионов лет. Лимнологический институт в сравнении с объектом своего изучения не просто юн, он и не родился соответственно. Однако за десятилетия своего существования этот научный центр раскрыл столько байкальских загадок, что их хватит на несколько поколений человечества. А вообще Байкал и человечество, по мнению академика Михаила Александровича Грачева, директора Иркутского лимнологического института, вещи несопоставимые, как бы это странно ни звучало. Если вдуматься, это действительно так. Сколько лет Байкалу и сколько лет человеческой цивилизации. Как это дико не звучит, но если бы все человечество утонуло в Байкале, его берега поднялись бы всего на 2 сантиметра. Тьфу-тьфу. И даже в наш техногенный период Байкал способен пережить всю человеческую агрессию, настолько он силен и могуч. Он как планета в планете. Приблизившись и коснувшись его, чувствуешь это. Уникальность его заключается в том, что он уникальный. Это самый крупный в мире пресноводный водоем. Глубина рекордная, 1,5 мили, нет, 1 миля, 1637 метров. Но он уникален во всех отношениях. Вода у него замечательная и по вкусу, и по своим качествам. 3500 эндемиков, по-видимому, больше, чем во всей остальной Сибири. Во время экспедиции в поселке Бугульдейка на месте впадения одноименной реки в Байкал познакомились с Сергеем Перевозниковым, хозяином имения Заречное. Я спросил его тогда, как подписать тебя в титрах в моем фильме. Сергей ответил: подпиши «Человек Байкала». Думаю, такую подпись можно ставить на каждом 5-м байкальце. В лимнологическом институте на каждом 1-м. В Иркутске научные работники зарабатывают, наверное, не больше, чем у нас в Уфе, а значит копейки. Однако, общаясь с ними, мы постоянно удивлялись энтузиазму, нет, скорее фанатической преданности теме, в которой они живут. А тема у них у всех одна – Байкал. Люди у нас очень увлеченные и отдающие все свои силы научно-исследовательской деятельности. Направление, которое сейчас занимается институт, наш институт по-прежнему комплексный, и поэтому направлений у нас много. Это и молекулярная биология, и видообразование, и микробиология, микробиологические исследования, в том числе санитарно-микробиологическая оценка качества воды. Впрочем, каким бы великим ни был священный Байкал, от нашего брата ему достается по полной. Многотысячные армии туристов со всей страны, со всего мира стремятся к Великому озеру, и не всегда они лояльны к дикой природе. Во время наших поездок по острову Ольхон не раз встречали мусорные свалки. Просто дико. Это то же самое, что нагадить в церкви, в мечети или в синагоге. Самая большая проблема для озера Байкал – это туристы, отдыхающие на его берегах, которые после себя почему-то не считают нужным брать с собой мусорные мешки, контейнеры и увозить мусор. Это одна из проблем озера Байкал. То есть туристы, уезжающие после отдыха, оставляют большое количество мусора. Сотрудники лимнологического института не раз принимали участие в сборе мусора и вывозе мусора на судах лимнологического института. Стоп, мы пошли по следам вандалов. Нам стоит вернуться на заданную тропу, по следам команды Кусто.
Французская экспедиция снимала фильм на Байкале в 96-97 годах. Съемки велись все 4 сезона – осенью, зимой, весной и летом. Большей частью команда Кусто работала на восточном побережье Байкала со стороны Республики Бурятия на территории Баргузинского заповедника. Тем не менее, всю необходимую помощь в научном плане, в обеспечении водным транспортом, водолазной поддержкой французам оказывали сотрудники Иркутского лимнологического института. Игорь Ханаев – руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга лаборатории ихтиологии. В конце 90-х он еще не нырял, был сухопутным сотрудником института. Тогда Игоря просто потрясла экипировка команды Кусто. На тот момент, наверное, конечно же, все участники совместных экспедиций с нашей стороны облизывались. Облизывались, начиная от того, что они впервые к нам привезли ребризеры, хотя, в принципе, ребризеры у нас прекраснейшие на вооружении нашей армии. Но, еще раз, конечно же, смотрели, завидовали мокрым костюмам, в которых они ходили. По-моему, даже и в наборе их ним был и сухой костюм. Ну, а с другой стороны, то есть смотрели, восхищались какими-то определенными ихними моментами, мелочами, а вы сами понимаете, что такое для дайвера железки. А с другой стороны, восхищались и хвалили свое, то, что в некоторых отношениях до сих пор не создано превосходящего. Возможно, общение с легендарными французскими исследователями Мирового океана и сподвигло Игоря стать профессиональным водолазом. Теперь у него более 1000 погружений в Байкал. В 2002 году, я помню, первый раз пошел под воду, загорелся, мне это очень понравилось, загорелся желанием о создании группы. Буквально через 2 года в институте была создана нештатная единица, в принципе, пока просто на так называемых индивидуальных началах, но потом, в конце концов, она даже вошла в состав лаборатории ихтиологии, то есть и именуется теперь группа водолазных исследований и подводного мониторинга. Вот и наступил долгожданный водный этап нашего путешествия по Байкалу. Мы находимся на исследовательском судне Института лимнологии «Папанин». С открытием навигации на Байкале корабли Лимнологического института возобновляют свою кропотливую работу по изучению его ихтиосферы. Научно-исследовательское судно «Папанин» бороздит просторы Байкала с 2005 года. Экипаж «Папанина» – 4 человека. Ежемесячно в навигацию «Папанин» участвует в 2-3 научно-исследовательских экспедициях. Экипаж судна помогает ученым брать пробы воды и почвы, собирать научные материалы на Байкале. Папанин принимал участие и в обеспечении всемирно известного погружения на дно Байкала глубоководного батискафа «Мир». Кстати, во время погружений глубоководного батискафа дно Байкала увеличилось на несколько метров. До этого максимальная глубина озера у восточного берега острова Ольхон была зафиксирована на отметке 1637 метров. Мир нашел новую впадину. Северо-восточная оконечность острова Ольхон, бухта Угой. Именно здесь ученые зафиксировали наибольшую глубину Байкала – 1642 метра. 5 метров вроде бы немного, когда смотришь горизонтально на дорогу. Но когда переводишь взгляд в иную плоскость, вертикально, дух перехватывает. Мы в Байкал ныряли не глубоко, скажу честно, просто не было достаточно времени. Но даже на тех глубинах, на которых мы побывали, впечатлений хватило. Наверное, те же самые чувства испытывали четверть века назад на Байкале и французские аквалангисты из команды капитана Кусто. Академик Грачев хорошо помнит байкальскую одиссею команды Кусто. Для Иркутского лимнологического института это было большим событием. Ну, это был замечательный визит. Приехали профессионалы высокие. Вот. Один из них, как сейчас помню, они снимали не один сезон, зиму снимали тот же. Один француз упал на льду, вывихнул себе сильно ногу. Возили мы его в областную больницу. Ему там поставили так называемый рауш-наркоз. Хирург поставил, дернул ногу, она встала на место. Француз ушел своими ногами. Но это отдельные кадры. Я, конечно, не сопровождал экспедицию. Отдельные кадры попали потом в кино, которое Кусто снимал. Как сейчас помню, как человек там
как-то птицу, чайку или баклана, гладит вот так вот дикую птицу по голове. Это потрясающий кадр совершенно. Он у нас где-то есть. Но ныряли они под водой, над водой, там, на вертолетах, как угодно. Колоссальная была экспедиция с потрясающе красивыми кадрами. И вот представьте себе, что полностью готовый фильм не пошел в прокат, потому что Кусто умер. В 70-м году в советский прокат вышел фильм Сергея Герасимова «У озера». В этом фильме впервые были подняты проблемы экологического равновесия Байкала и влияния на него человека. После выхода фильма прошло более 40 лет, но проблемы, поднятые в этой кинокартине, мы вновь обсуждаем с академиком Михаилом Александровичем Грачевым. Они и по сей день так и не решены. Те люди, которые живут на самом Байкале, их около 100 тысяч человек. Но они, Байкал, это их родина, они ее любят, как все мы. Они умеют работать на Байкале, рыбу ловить. Они браконьеры замечательные. Вот. Зверя стреляют, хотя это сейчас уже нельзя, я имею в виду нерпу. Местным жителям, правда, местным народностям, типа ивенков, это разрешено в каком-то количестве. Это один разряд людей. И этих людей, конечно, очень раздражает то, что туризм развит необыкновенно на Байкале. А туризм — это значит мешки из-под мусора плавают в Байкале, стаканчики, сигареты, ну, как во всем мире. Радости в этом мало. У каждого в жизни должен быть свой Байкал. К такому выводу я пришел, вернувшись домой из экспедиции. Но для этого не обязательно газовать тысячи километров через полстраны. Байкал — это абстрагированное понятие. Это как наивысшая точка самосовершенствования, к которой нужно всегда стремиться. Пусть звучит пафосно, но поверьте, в следующей серии нашего фильма вы в этом сможете убедиться сами. Большой, надежный, проходимый. Почувствуйте это сами и покоряйте новые горизонты на внедорожниках Mitsubishi. Эмоции, драйв, приключения и чувство свободы уже в комплекте. Подробности и выгодные условия на покупку на Новосибирской 2/2 в автоцентре «Независимость Mitsubishi». Mitsubishi. Надежно. Едва возникнув, это чувство растет изнутри, пробуждая неудержимую страсть, пробирая до мурашек, заставляя пульс биться все чаще, чтобы потом вырваться на свободу и превратиться в скорость.